Здравствуйте! В эфире телепередача «Авторивьера». Сегодня гость нашей программы – главный врач республиканского наркодиспансера Анула Ирма Константиновна. Но как мы договорились, мы с вами должны проехать по какому-нибудь маршруту, чтобы не отнимать у вас лишнее время. Какой у вас сегодня маршрут? Сегодня я иду в село Мачара, где у меня приусадебный участок. Там у меня растет кукуруза, я хочу проверить, какой урожай. Ну, поехали тогда. Ирма Константиновна, значит, мы выехали с нового района, с места, где вы живете, и следуем по маршруту населенный пункт Мачара, где у вас загородный участок. И мы, воспользуясь этим временем, я думаю, поговорим. Как обычно, мы всегда, как правило, спрашиваем у гостя о его водительском стаже, когда он получил права, сколько лет за рулем получил. За рулем я уже более 15 лет, около 17 лет я за рулем. И начала водить я не так рано. Мне было, наверное, лет 33-32, когда я стала уже водить машину. До этого я никогда не водила и всегда мечтала. Был период, когда я мечтала ездить за рулем, мне снилось во сне, что я еду куда-то, и всегда у меня была такая мечта. Но так поздно мне это все довелось. Вы должны были стать автогонщиком, так еще никто не мечтал. Ну, прям не так, чтобы заветная мечта, но как-то хотелось мне. Потом у нас в семье случилась трагедия, у меня брат погиб в автоаварии. Тогда я еще не водила машину, и я решила, у меня такой страх возник, что я решила, что я никогда не сяду за руль, и я не хотела категорически водить машину. Но у меня был водитель, по работе мне полагалось, у меня был водитель, и, честно говоря, с водителем всегда очень сложно. Ты зависим от другого человека, от его свободного времени. То он болеет, то он меня куда-то привез, я выхожу, его нет, я его жду, ищу, то еще что-то, у него свои дела. И, в общем, я поняла, что лучше научиться водить самой. Мне повезло с учителем. Как-то с первого занятия у меня сразу пропал страх и появилась уверенность за рулем. И это все как-то, в общем, у меня нормально стало получаться. Я не скажу, что я такой суперпрофессионал, но постепенно я свою географию расширила и выезжала уже сама за рулем и в Сочи, и дальше Сочи ездила за рулем сама. Как-то я расширила географию и поняла, что лучше быть независимой. И хотя я уже 17 лет за рулем, но до сих пор иногда я еду, и такое чувство радости. Боже, как хорошо, что я за рулем. Как хорошо, что я еду сама. Ездить вообще приятно, если на дороге нет там каких-то катаклизмов, пробок жутких. В принципе, езда, я думаю, поднимает человеку настроение. Да, она, знаете, что дарит у меня такое чувство свободы и независимости. Это у меня это автомобиль. Особенно, когда плохая погода, дождь, очень такая неприятная плохая погода. Раньше в такую погоду я бы не вышла из дома никуда. А теперь мне все нипочем. Плохая погода, хорошая. Я села и еду, если у меня есть какие-нибудь дела. И это приятно очень. Женская половина очень хорошо усвоила этот момент, что с автомобилем, в общем-то, хорошо. Поехал куда хотел, приехал когда хотел. И очень много дел успеваешь. Как-то и домашние не так волнуются. В общем-то, плохих происшествий, слава богу, у меня за рулем не было за все время моего стажа. У вас получается очень солидный водительский стаж. Опасный период — это первые 2 года где-то. Когда человек поездил немного, он считает уже, что он ас, водитель. Ну и тут непременно случается такое, что он перерасчитал свои возможности, да, и справляется с какими-то ситуациями. Дальше как-то уже серьезнее подходит. Да. Вы знаете, вообще я считаю, что за руль надо садиться тогда уже, когда ты можешь сам заливать себе бензин на свои деньги,
сам на свои деньги можешь ремонтировать машину, и не дай бог, в случае каких-либо происшествий, можешь тоже сам разбираться с этими происшествиями. А если тебе бензин должен залить папа, покрышки купить папа, и все, ты сам ни к чему не способный, то я думаю, что не стоит... Не, ну если папа может, почему нет? Ну да, но знаете, вот это и получается, что когда ты не сам, все не такой безответственный Не так подход. чувствуешь, Да. да, не так относишься к машине. Не так к машине если относишься. сам не покупаешь запчасти. Это вот видно по молодежи, которая, то есть они могут с пробуксовками Да. кружить на асфальте, ездить быстро по ямам, потому что, ну, Потому это, что они не платят за Да. ремонт и ничего их не волнует. вот, видимо, задержек особо нет с ремонтом, то есть все поступает по мере Вовремя. потребностей. И о вашем автомобиле еще спросим. Очень интересный автомобиль, джип, очень вместительный. Да. Я обратил внимание, что водители женщины, они не очень хорошо чувствуют габариты своих машин и любят маленькие машины. У них вот сложности с парковкой, с разворотами. И иногда часто делают массу ненужных маневров, чтобы выехать или заехать на парковку. А Бывает. у вас, я смотрю, машина большая. Да, как я говорю, автобус. У меня машина семиместная. И, конечно, есть свои плюсы в этом. Вообще я, опять-таки, вот это чувство, знаете, как свободы и независимости дарит автомобиль, а большой автомобиль дарит еще Неограниченные приятное, нет, возможности. нет, чувство защищенности такое, понимаете? Ты чувствуешь себя внутри как-то вот в безопасности. Вот из-за этого мне нравятся большие машины. Ну, так, чем она удобна? Во-первых, по работе. На этой машине мы возим кислородные баллоны, мы с коллективом выезжаем в какие-то вот такие маленькие командировки по району, ну, по республике, когда нам надо. На этой машине мы возим продукты для больницы, лекарства. Когда делаем ремонт в больнице, стройматериалы и то, что возможно перевезти, она почти как грузовик небольшой, и как Это автобус. очень универсальная машина. Да, она в этом плане, да, многофункциональная, вместительная. Проходимость хорошая. Да, удобная. Вот у нее первый хозяин этой машины был а-ля Слабахуа. Второй Вадим Черкезия, я третья хозяйка этого автомобиля. Если бы, конечно, этот прекрасный автомобиль сразу попал бы в мои руки, новым, он был бы, я думаю, в лучшем состоянии. Наверное, было мало времени на автомобиль свой. Но эта машина не попадала в происшествие. Просто руки не доходили. руки не доходили. Так, что-то там. Но здесь вот всегда Остановки, заторы, да. потому что вот встал человек, вот ему Просто тут припарковался, захотелось, а тут еще перекресток, кто-то налево, здесь есть поворот, который тоже мы вот, Да. здесь мы позапрошлую передачу мы делали и про этот перекресток, вот здесь поворот налево, конечно, создает затор. А здесь и направо поворачивают, они уже замедляют ход, эти встают на поворот. Какая мощность автомобиля? 3,5. Это около 200 лошадей, наверное, да, у вас. Говорят, что она может ехать как ракета, но я так не пробовала, не знаю. Ну, Я не люблю вообще, быструю. марка Suzuki выпускает очень качественные автомобили. У них очень и кузов крепкий, толстый металл. Ну, надежные очень машины. Но не сильно распространены, поскольку считают, что они в обслуживании не очень дешевые. Вот этот момент есть у нее отрицательный. Да, и... Вы на ней уже сколько ездите? Так, я на ней уже езжу. Около 5, да. У вас уже должно быть хорошее взаимопонимание. Да, я знаю, она чувствительна к температуре окружающей среды. Работаете вы на этой должности уже сколько времени? Я с 2003 года назначена главным врачом. Ну, конечно же, мы вас пригласили еще и потому, что у нас есть вопросы, касающиеся вашей работы и касающиеся водителей непосредственно. Ну, начнем, наверное, с медицинской справки, потому что каждый водитель получает медицинскую справку, прежде чем получить водительское удостоверение, сесть за руль. Раньше это было более все-таки формальная
отношение более было, потому что смотрели зрение, спрашивали, что беспокоит, но особо так вот, справку выдавали с наркодиспансера, что ты не состоишь на учете, вот всего лишь что и было. Как сегодня, на сегодняшний день с медицинской справкой? Сейчас все, в общем-то, очень строго, и за этим следит очень внимательно и прокуратура тоже, чтобы, потому что были какие-то там случаи, в общем, они очень все это следят за всем этим, наблюдают, и происходит это так, люди приходят за справкой в наркологический диспансер, и если, значит, человек не состоит на учете, у нас есть база данных, мы смотрим ее, и если он не состоит на учете, в таком случае, в любом случае, он должен пройти тестирование на наркотики. Значит, тестирование на наркотики проходят мужчины, там в возрасте до 60 лет, там до 60 лет, которые, вот, обязательно тестирование на 3 вида наркотика, самых распространенных в Абхазии. После тестирования, если все там отрицательно, он не состоит на учете, выдается справка. Вот. Были случаи, когда люди не проходили тестирование или вдруг отказываться начинают. В таких случаях справка не выдается. Если человек начинает мешкать или отказывается, или там какие-то причины приводит, по которым он не может сдать анализ, вот. Иногда даже говорят, у меня там денег нет на анализ, а так я сдал бы. Но без анализов мы не выдаем справку. Это необходимо. Полагается так. В общем, мы делаем только этот так. Момент ужесточился. Да, это очень строго, за этим всем смотрят, это все регистрируется, фиксируется, и это обязательно. Прохождение тестирования и проверка базы данных, которые у нас есть. Люди, которые когда-либо там доставлялись в наркодиспансер, или они были в нетрезвом состоянии, или там в наркотическом одурманивании, все это фиксируется. Бывает, что человек, например, он не состоит на учете, но у нас есть сведения по базе данных, что он когда-то там доставлялся, и он отказывался от прохождения медицинского освидетельствования, понимаете? То есть, если такой человек приходит за справками, конечно, ему делают тестирование на большее количество наркотиков, уже там не на 3, а на 5, на 6 или на 7 видов наркотиков, чтобы, почему он тогда отказывался, и более внимательно подходит к его осмотру. Насколько мне известно, я от сотрудников госавтоинспекции знаю, что единственное место, где можно проверить на наркотики, это город Сухум, у вас в диспансере. Это, конечно, усложняет им работу, наверное, они не каждый раз рискнут повести человека на свидетельствование, если они не очень в это уверены, я так понимаю. Да, какие-то неудобства, естественно, это доставляет. Министр МВД, он хотел, чтобы в районах открыли филиалы нашей лаборатории, это в Ачимчире и в Гудаутском районе. Но для этого необходим определенный бюджет, все-таки там это сотрудники, оборудование, специальная комната, помещение специально, подготовлено именно под такую лабораторию, как-то определенные затраты нужны, но в принципе теоретически возможно, но нужно какие-то там технические моменты решить. Для того, что когда у нас проводится эта экспертиза, у нас это все записывается на видеокамеры, это специальная база данных, куда это все заносится. Определенный, как говорится, порядок проведения экспертизы существует. И поэтому... Как и везде финансы. Да, и как везде это все упирается в финансы. Вот аппарат у нас сразу реагирует. Давайте. Вот, давайте. Сильно надо быть, сильно. Вы не дуете с первого раза. Повторяю второй раз. Предупреждение второй раз. Вы смотрите, я вам напишу отказ. Я уже согласен дышать. Последнюю попытку мы дадим. Да. А потом что будет? Потом Отказ. я вам пишу отказ. Отказ? Отказ пишет и врач. Я дую. Нет, вы не дуете. Это не отказ. Не, подождите, давайте разберемся. Это называется не отказ. Я нахожусь в медицинском освидетельствовании. То, что вы сюда пришли и сидите здесь, это не значит, что вы согласны на свидетельствование. Вы Но хитрите. это не называется, что я отказываюсь Нет. от медицинского свидетельствования, правильно? Давайте. Полностью в рот берите. После ДТП сейчас обязательно нужно делать освидетельствование участников ДТП? Да, после ДТП обязательно. И на алкоголь проверяют, и обязательно на наркотики проверяют. ДТП у нас, наверное, каждый день происходит, да? Вы знаете, есть периоды, когда явно учащаются эти ДТП. Это обычно перед Новым годом.
Свадебный в конце сезон. года. Ну вот больше всего как-то это конец года. Ну и свадебные сезоны, может, там в праздники, но как-то вот запоминается всегда конец года, он всегда насыщен неприятными происшествиями. Много машин в конце года, потому что все хотят закончить какие-то начатые свои дела, там подготавливаются к Новому году, Торопятся покупки. куда-то, наверное. Да, очень много суеты, это вот заметно по просто движению на наших дорогах. Появляется огромное количество машин, которые очень спешат, торопятся куда-то. А не участников ДТП тоже вот по подозрению, наверное, да? А так, да, сотрудники уголовного розыска, они по какой-то оперативной информации своей, либо по подозрению могут привести людей на медицинское освидетельствование. И мы проводим, проверяем. К нам обращаются также люди, которые хотят получить гражданство, там устроиться на работу в разные структуры, особенно силовые структуры. Миграционная служба направляет вот людей, которые на работу. А практически во все вузы Российской Федерации принимают на учебу только со справкой о том, состоишь или нет на учете в наркодиспансере. В каких случаях сотрудник, допустим, госавтоинспекции может попросить водителя проехать с ним на освидетельствование? Вообще у сотрудников госавтоинспекции есть свои аппараты. Они могут на трассе прям проверить на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя, могут проверить. Но если возникают какие-то споры и недоверие со стороны водителя, то в таком случае они его доставляют к нам. А если какое-то происшествие произошло, то это как обязательно. Уже они его привозят на освидетельствование. Если какое-то происшествие, я имею в виду там ДТП, может быть, ну, сложное, несложное, в общем, тогда обязательно к нам привозят, потому что нужно составить протокол, который там прилагается к материалам дела. На наркотические вещества они, наверное, на месте не могут, да? Нет, на наркотические на месте не могут, и тогда они всегда это сообщают в УКОН, это вот управление по контролю за оборотом наркотиков, и с направлением начальника УКОН они вот уже потом проводим мы эту экспертизу. То есть водителя подстраховывает тем, что не может сотрудник госавтоинспекции сам единолично решить этот вопрос? Нет, он сам не может, чтобы не было там никаких там, просто вот знаете как, надо, не надо, подряд всех, чтобы водителей проверяли и отнимали у людей и время, и если не нужно там. Может быть, было бы такой лазейкой для таких некоторых, может, недобропорядочных сотрудников. Это хорошо, что такая система. Да, для она водителя это упорядочена в этом плане. Гарантия, что его не будут лишний раз. Да, кого попало, не будут просто так вот. Вот такие вот препараты, как антидепрессанты, ну, есть мощные среди них, на слуху всех лирика, Да. и прочие препараты. Угу. Как вот удается выявлять такие? Есть множество медицинских препаратов, когда врачи, вот, допустим, люди принимают их по назначению врача. Это и антидепрессанты, и антипсихотики, есть большая группа препаратов, назначаемая врачами пациентам. Но врачи всегда предупреждают пациентов, что во время приема этих препаратов нельзя управлять автомобилем, потому что снижается реакция, она замедляется и может быть не вовремя среагирована на ту или иную ситуацию за рулем. Поэтому опасно управлять транспортным средством во время приема этих препаратов. Но чего же греха таить, есть много препаратов, но немного там, но есть ряд препаратов, которыми просто популярных и среди молодежи, и более людей взрослого даже поколения, и даже подростков, которые употребляют, и они изменяют деятельность центральной нервной системы. И реакция может быть совершенно неадекватная за рулем. Конечно, вообще категорически нельзя управлять транспортом, употребляя такие препараты. Потому что они, знаете, как не оценивают адекватно ситуацию на трассе, могут принимать какие-то смелые решения, неоправданные. Вот, и это приводит потом к плохим исходам. Ряд препаратов, конечно, тестируется, есть на них тесты, но не все. Понимаете, злоупотреблять можно большим количеством препаратов и изменять свою психику, и не все препараты выявляются.
Вот. Тут, конечно, подход должен быть несколько другой. Я считаю, что вообще рецептурный отпуск должен быть и в России, и в Абхазии на многие препараты, которые отпускаются без рецептов. Вот в Европе, например, не купишь ничего без рецепта, кроме там зеленки и градусника. Понимаете? То я считаю, что это все-таки правильно. Наиболее популярные, я говорю, препараты уже так вот, та же лирика, наверное, на них есть тесты. Ну, сейчас вот уже делают эти тесты, закупаются оборудование, которое будет все это выявлять. Надеемся, что в скором будущем уже будут такие тесты и будет оборудование. Регулярное употребление таких препаратов, наверное, тоже имеет какие-то необратимые все-таки последствия. Да, имеют очень тяжелые последствия, особенно для психики человека, потому что все то, что дает искусственное чувство радости и тонуса, оно истощает нервную систему, и когда ты перестаешь принимать эти препараты, твой организм не может ни радоваться, не имеет ни тонуса, ничего, человек полностью опустошенный, в тяжелейшей депрессии. Вот, знаете, как психически здоровый человек сам себя сделал психически больным. И это лечение очень длительное, долгое и непростое. Вы знаете, многие обращаются, и им кажется, что вот обратился, начал лечить. Знаете, как в какой-то момент он чувствует себя хорошо, все нормально, но адаптационный механизм сломлен. То есть малейшая потом какая-то ситуация жизненная, которая, в принципе, бывает у каждого человека, не какая-то супер экстремальная, и он тут же срывается, потому что он не может справиться ни с каким стрессом. Даже с радостью не может справиться. То есть и радость, и горе, все у него вызывает изменения вот, психики, и ему хочется чем-то еще это все подкрепить. У человека должно быть нормальное психологическое состояние, хорошая нервная система. Понятно человеком и понимать, что он может быть опасным, если что-то не так, не только для себя, но и для окружающих. У нас бывали, например, такие ситуации, когда ко мне приходит мой пациент, пьяный, на ногах стоять не может, я хочу лечиться, доктор, помогите, капельницу. Все, заводим, начинаем. Смотрю, и вдруг я вижу у него ключ от машины. Я у него спрашиваю: вы что, на машине приехали? Да, я на машине своей. Ну, думаю, слава богу, доехал живой, ладно. Начинаем капать, делаем снотворный укол. Он через 10 минут, пока еще укол не подействовал, вдруг подскакивает. Я не хочу, срывает капельницу, я передумал, я не буду лечиться. Мне так нравится. Вот, и представляете, как я должна теперь поступить? Отпустить его пьяного еще под снотворным уколом, куда хочешь, туда езжай? Конечно, никогда в таком состоянии я не выпускаю пациента. Слава богу, спасибо Минздраву. И у нас железные двери. И я говорю, если вы сможете их выбить, пожалуйста, но мы их не откроем. В общем, иногда приходится там подключать даже сотрудников милиции. Вот водитель, конечно, когда за рулем, водитель должен понимать, что он ответственен не только за автомобиль, боится его там испортить, за свою жизнь, за тех, кто вокруг, за тех, кто внутри машин у него сидит в салоне его автомобиля. То есть это ответственность. Ездить за рулем – это ответственность. И все-таки за рулем должны ездить зрелые люди, знаете, не подростки, не малолетки. Иногда вот смотрю, совсем молодые за рулем. Человек, который понимает, что он ответственен, что он должен понимать, что он ответственен за себя, за окружающих и не имеет права рисковать ни своей, ни чужой жизнью. Но мы надеемся, что вы не допустите таких людей. До управления транспортным средством. Конечно, дороги наши желают. Насколько приятнее ездить на машинах вот низких. Они легче в управлении все-таки, чем большая машина. Но у нас такие дороги тоже, понимаете, что... Да, каждый раз думает, вот это вот... заденешь днище ага. Или нет. Да вот и моя кукуруза здесь. Живописные места. Красиво, правда? Да. Тут речка рядом, в общем, такое красивое место у меня. А моя кукуруза справа. Вот она. То есть Мамалыгу вы... Мамалыга у нас зимой будет своя. Своя всегда лучше. Ну да.
Ирмой Константиновной мы завершили маршрут ее загородного участка. Причем привезла она нас, в общем, очень комфортно. Чувствуется стаж водительский. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам, что вы меня пригласили на передачу. Мне очень приятно было с вами побеседовать. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы, интересующие вас. Спасибо большое.